Хойтатылар тоодяхынам хойтата. Монтаж нихиле бараниспите олин бу хотору. Йоу, всем привет, меня зовут Бара, и это Cactus View. И перед тем, как начать выпуск, я хочу представить наших друзей, наших спонсоров. Это кофейня Культура. У них очень вкусный кофе, я большой любитель кофе и вообще, в общем, чая. Это наши друзья, они находятся прямо в самом центре Якутска, на площади Орджоникидзе, в 4-м магазине. Это такое розовое здание. Большой ассортимент кофе, большой ассортимент чая. Заходите, это недавно открылось, и Кактус рекомендует. Культура. Переходим к самой беседе. У нас сегодня в гостях известный рэп-исполнитель, регги-исполнитель Киджа. Привет. Давай перед разговором я хочу тебя твое имя спросить. Субудай, Аяр Чиланджулустан Уола. Объясни значение этого имени. Субудай это сюбедай, как бы, да? Сюбедай. Сюбедай это... Может, от себя? Ага, Совет? Совет. И Аяр Чилан это благословен Богом. Джулустан Уола это отчество. Джулур это твое первое имя. Джулур это имя, не данное отцом. Объясни значение имени Киджа. Раньше я просто Кид был, потом от регги взял Джа, и получилось Киджа. То есть такого прям глубокого смысла нету? Нет. Расскажи о себе, о своей семье. У меня 2 брата и 2 сестры, получается. А ты какой ребенок по счету? Я второй. Расскажи о своей матери. Мама сейчас находится здесь, в Якутске. Она сейчас ищет работу. Сейчас у нас трудности. И получается, мы вместе живем все. Как? Давай, о твоем отце. Твой отец был певцом, ты недавно выложил в своем инстаграме его клипы. То есть, получается, твоя творческая личность, твоя творческая натура перешла к тебе от отца. Еще от прапрадеда, получается. То есть ты, получается, потомственный певец. Певец. Но пока еще не дотягиваю до них. Стремишься к этому? Да. Эй, чувак, где тут можно нормально приодеться? Я ждал тебя. Магазин стильной уличной одежды «Стендаут». Первый стритвир-магазин в Якутске. Самый большой ассортимент российских брендов одежды. Пошли, я тебе все покажу. Огромный выбор футболок на любой вкус и цвет. Стильно. Слушайся маму, надевай шапку. Благо тут выбор просто огромный. Где-то я это уже видел. А чтобы ты мог носить свой тяжкий груз максимально стильно, тут тебя ждут сумки и рюкзаки. Не забудь о толстовке, чтобы не мерзнуть на остановке. А тут штаны. Тут даже есть такие, чтобы ты не тратил свое время на свои подвороты. Пошли оденемся. Если ты шаришь в уличной моде и хочешь стильно одеваться, то бегом в «Стендаут». Расскажи, чем ты вдохновляешься? Что тебя вдохновляет на написание тех или иных песен? Я не знаю. Просто любовь, наверное. Любовь к кому-то или чему-то? Или ко всему? Кому-то, ко всему или чему-то. На данный момент какие движухи по музыке ты делаешь? Сейчас студию хочу открыть. Там есть уже ребята, кто работать будет. То есть своя собственная студия, когда люди могут ходить, записываться за определенную сумму. За бабки. Когда планируется открытие? Сейчас у нас, ты сам знаешь, цены дорогие, там заказывать туда-сюда, это долгий процесс. Аппаратуру? Да. И когда все будет, откроется. Как будет называться твоя студия? Киджа Records? Раньше у меня группа была, ХСХ.
Харасорун Хутара, это сейчас, наверное, Сор будет, это Ворон. То есть Sor Records. Да, Ты рассказывал, что ты готовишь альбом. да. Давай поподробнее об альбоме. Когда планируется выпуск? Я точно не могу сказать прямо вот. Я думал, то, что это все легко будет, но оказывается есть сложности. И как студия будет готова, там же и уже работа будет. Название. Знаешь, как будет называться уже? Альбом? Да. Махтанагун. Махтанавун будет? А какие жанры будут? Там рэп будет, регги по-любому будет, под другие биты тоже типа похожи на регги будут. Ну, и песни отца моего будут. А сколько треков будет трек-лист? 15. 15? Ты уже точно знаешь, что именно 15? Ага. А можем ли мы ждать гостей? Я пока, ну, будут гости по-любому, но пока я еще не думал. А где записываешься? Записывался я раньше в Антарис, он назывался Антарис студия, сейчас не знаю, как он называется, я с ним уже больше пока не работаю, но он пока сходку делает. Media Lab, сейчас у них так называется студия. Помимо исполнения, да, то есть помимо просто как исполнитель, еще какое-то отношение к музыке имеешь? Может, играть на инструментах каких-то? Я просто вокалист. Биты не пишешь? Нет, Не пытался? не пытался. У меня брат, ну, умеет, старший брат. Папа умел играть на гитаре, младший брат играет на гитаре. Семья не без уродов получилась. Я просто ленивый человек из-за этого. Одна из последних популярных песен, летний хит «Буя-буя». Расскажи значение. Буя, это встреча солнца. Приветствие к солнцу. Аламай кюн, как... Есть праздник Исых, знаете? Праздник Исых, короче. И там люди постоянно солнце встречают и чистят себя. И когда чистят, они говорят буя-буя-ху. Буя-буя-ху. Куришь, пьешь? Курю, но не пью. То есть алкоголь вообще не пьешь? Нет. Куришь только сигареты? Сигареты. Сигареты курить вообще не вздумайте никогда пробовать, кто не курил. Потому что я проклинаю тот день, когда я пробовал сигареты. А, 4:20. Вообще как к спорту относишься? Занимался ли каким-нибудь видом? Я занимался боксом в школе. Потом что-то я бросил, потому что это не мое. Я просто хочу заниматься, хочу сейчас качаться буду, наверное. Нет, слишком тоже не буду. Как пуховик, да. Прям накачался. Бикиджа. Твой самый главный хит – песня «Махтанабын». Когда она вышла? Она вышла в прошлом году, в феврале где-то. А мы хотели еще клип снять в феврале. Там что-то вышли, собрались, короче, и кадры сняли на фотоаппарате, и что-то там пропали все. Почему она, когда она вышла, она не выстрелила? Потому что зима была, у всех на голове холод был. Я знал то, что весной это выстрелит, это типа потеплеет. Ты уже знал? То есть ты чувствовал то, что все, с этой песни все начнется? Твоя сестра Мария выложила в Инстаграм то самое видео, отрывок из твоей песни «Махтанавун», где ты, сидя в машине, читаешь лайвом. Почему это видео настолько сильно хайпануло? Я не знаю, даже я вообще не ожидал, то, что это вообще так будет. Я пел, сидел, она сняла и выложила, и на следующий день мне позвонили, сказали, Чувак, ты чувак звезда. вообще. Да. А я в тот день еще у своего друга на полу спал. С ночевкой. Самых не забыл. Какова была твоя реакция, когда ты узнал, что ты вообще прям взорвал сеть? Я вообще не ожидал, что так будет. Я просто шел по улице. Без шапки меня не узнавали люди. Шапку одевал, всех пальцами тыкали, как будто я это... Ну, чувство было, конечно. Сначала хорошее было. И потом ждал, когда же это все закончится, потому что там... То есть ты устал уже тогда? Да. И потом я не выступал же нигде, как бы. Просто хайпанул и хайпанул в интернете. А потом, когда на сцену вышел, я понял, что это мое все. Я, короче, все отдаюсь полностью в творчестве, да. А насколько жизнь до популярности отличалась от нынешней жизни? Знаешь, как было? Я тебе расскажу. Давай.
Я работу искал. Меня нигде не брали. Почему? Я даже вот так просто в магазин заходил, ну, продавец-консультант. Я до этого работал продавцом, консультантом. Кроп магазин был, кто помнит. Кроп был, в джинсе работал, в апельсине, хаус работал. Это не реклама, если что. Я там работал продавцом, консультантом просто. И до этого, когда я заходил в магазин, я спрашивал то, что ну, на работу хочу устраиваться. Меня брали только в грузчиком, в Амсае работал я. А там заходили, так посмотрели на меня и говорили, ты что ли? Нет, кто-то есть еще? Нет, ты не подходишь. Или пишите там, как Резюме. в резюме. Лицом не вышел, короче. Мы вам обязательно перезвоним, да? Спасибо всем, кто не перезвонил. А сейчас у тебя, например, с этим все нормально, ты полностью даешь себя музыке, при этом можешь в какой-то мере не думать о деньгах. Да. Устаешь от популярности сейчас? Вот так, таково то, что у меня популярности прямо бум, как у Виктора Цоя нету, конечно. Если был бы таким, А часто узнают на улицах, например? узнают, да. И даже иногда проходят так люди по улице и поют мою песню специально. И как это, как Буя. ты к этому относишься? Нет, Не раздражает? Нет, хорошо же, То есть тебе все нравится? мне нравится. Нормально всё. Тебя постоянно куда-то зовут, да? Предлагают что-то, да? Да. Как известной личности. Есть чувство, что тебя хотят все поиметь, использовать? Вот просто я вспомнил, когда мы летом еще встречались, Да. ты говорил, я чувствую себя крошкой хлеба, которая упала в комнату полной голодных крыс. Да. Мне нравится наоборот. Хорошо же, когда все тебя хотят. А что нет-то? Пускай хотят, что. А популярность тебе не вскружила голову? У меня было такое, я признаюсь. Все равно же Зазвездился? есть у человека, ты подумай сам, на тебя никто не обращал внимания, а тут все бам, ты всем нужен стал. Конечно, было сначала, а потом что-то я подумал, и знаете, это не реальность. Реальность там была, где я был. Типа реальная просто, жизнь? Да, это просто хорошо же, мне вообще без разницы как-то. Часто слышал, типа, может, такие высказывания, Джулур зазнался. Такого не было? Нет. Я потому что друзья мои знают то, что у меня сейчас пока времени нету, чтобы... Но я всегда встречаюсь с ними. А как близкие относятся к твоим? Мой близкий просто пропал, он не звонит. Я не знаю, почему он не звонит. Что с ним случилось, я не знаю. Позвони. Уйбан, позвони мне, братан. Родственники, родители, мама. Мама гордится мной. Я чувствую это по ее взгляду. Просто. И я должен делать, и делать, делать, и делать, делать, и делать. Просто. Чисто ради нее просто. То есть главная мотивация — это твоя мать. Мама. Недавно осенью началась ежегодная премия «Бюрдель». Ты был участником, а сейчас как дела обстоят с этой премией? С этой премии я просто ушел. Сам ушел? Да. Или вылетел? Я сам ушел. Почему? Я просто не хочу никого обидеть, но просто мне не понравилось. У человека же есть выбор, да. Мне не понравилось. А ты не думал, что ты какой-то шанс упускаешь, я не знаю. Ну, не то, что шанс, возможно. Знаете, как есть такое слово, есть космос у человека. У любого человека есть все, что не делается к лучшему. А может и к худшему. Но если я это сделал, значит я это сделал правильно. Просто это я хотел. А как там происходило? Тебя позвали на эту премию участвовать, да? Да. Платили за это какие-то деньги или просто Просто участвовал. участник, да? Но ты ушел. Не, я благодарю им. Просто благодарю им. Я вообще благодарен ведущей Индире, потому что она в прошлом году мой клип показала. В новом году. В новый 31-го, короче, показала. Айена? А. Это она показала. Я пошел к ним в НВК, мне сказали 6 тысяч или сколько там. У меня такого бабла не было. Я зашел к ним. Она сразу увидела и взяла мой клип и показала по телеку. И это посмотрела моя бабушка. Спасибо тебе за это. Отлично. И из-за того, что я ушел, сейчас бабушка на меня обижена и все.
Расскажи о своих татуировках. Татушки у Расскажи меня обо всех. делает братишка мой, младший. Это недавно делали, он пока еще красный. Здесь что-то появилось. Это старый город стоит вот. Старый город видно. Микрофон, Синема колонки. Центр, микрофон, колонка, это музыка. 7 алмазов Якутии, канал НВК, привет тоже НВК. Кинг написано, потому что Саха, Раги и Саха песня, это король. Деньги, Джокер, карты, ворон, пирамида, череп. Эту тушку я посвятил папе моему. Его убили прямо на мой день рождения, 11 июля. Поэтому я не справляю день рождения. А что означает татушка на шее? Это на каком? На испанском? Dios este conmigo, gracias por esto. Это на испанском. Спасибо Богу, что он со мной. Просто у меня трудные моменты были, когда я чуть не лишился своей жизни. Ты как популярный человек являешься лакомым кусочком для рекламодателей. Насколько много приходит рекламных этих предложений? Рекламные предложения приходят. Суши, не знаю. Суши есть, да. Я кушаю суши. Ну, бесплатно что не покушать, да? Шутка. Шутка. Не, серьезно говорю. Я рекламой так, почти не занимаюсь. Ну, раньше было жестко, сейчас как-то... Одежда, может, Одежда кроссовки. есть. Кроссовки. 3 кроссовки дали, кстати. Спасибо тебе. Ты сейчас очень много гастролируешь, даешь очень много выступлений. Ты выступаешь за контракт или за проданные билеты? За контракт? То есть тебе конкретную сумму, Да. и неважно, сколько зрителей будет. Да. А на концерты много людей ходит? Да, нормально. Солдаут был? Да, был. Это где? Вилюйский. Вилюйский? У тебя на родине. Привет всем вилючанам. Ты еще, наверное, выступаешь где-нибудь на мероприятиях, свадьба. Да. Это тоже за отдельную цену, да? Но тогда на жизнь хватает. Да, хватает. И если не хватит, я могу работать, что мне вообще Не впадло. не впадло. Устаешь от выступлений? Нет, Вообще нет. я вообще пить не устаю. Максимум концертов, выступлений за день сколько ты давал? Треков. Нет, концертов, скажем. У меня было так. Самое трудное это было для меня. И с Вилюйска, сначала в Верхний Вилюйск поехал, потом в Вилюйск на следующий день, потом в Чурапчу поехал, с Чурапчи в Мирный поехал на следующий день. Это летом. Это было трудно, да. В физическом плане. Да. Ага. А выступать трудно было как-то в таком состоянии? Или когда ты выступаешь... Я ты- забываю, если даже я болею, например, да, у меня вообще, одним словом, вообще, да, я просто когда на сцену выхожу, я забываю то, что я болею. Этим летом ты был в команде Джиды, детский лагерь Юнион. Кем ты там был? Я просто гостем был. Не было такого, что Джида был твоим творческим наставником? Ты не был его артистом, да? Нет. Не, а почему его артистом? Мы с Ну, ним- то есть артист его лейбла. Нет, не был. Артист, там именно его лейбла не был, но я с ним работал где-то. Наверное, одно из главных событий этой весны, этого лета, ваш концерт бесплатный Да, на улице прям, Да. open air с рок-группой. да, Но после этого как-то у вас совместных проектов не было. да. не А было. почему так случилось? Резко пропали. Знаете, как это все было? Он работал в своей сфере, у него он занят, человек же занятой, как бы, да, и ты не будешь к нему каждый день приходить, и давай сделаем что-нибудь. Зачем это надо? Я сам делаю свое, и всё. То есть у каждого свои дела. Да. А так, надеюсь, никто не думает, что мы там прямо побратались и там были вообще кровными братанами там, и что-то вы распали с ними. Не было такого, просто мы работали. То есть сейчас вы состоите в хороших Да. приятельских отношениях. У Джиды еще этой осенью прошел концерт большой, Да. сольный. Да. Почему тебя не было там? Я слышал, что очень многие ждали тебя. На этой сцене я не знаю, кто меня там ждал, но я вам объясню. Я работал, тоже занят был, короче.
Может, где-то в разъездах? И будет? почему-то все не спрашивают, а почему его не было у тебя в концерте? Я же тоже делал концерт, ну, маленький такой. Я его рапил, но его тоже не было. Он занятой же человек, я тоже просто, как объяснить-то? Я в тот день что-то делал, где-то далеко был, я не успел просто приехать. И он сам тоже меня не позвал, и что, я самому буду лезть к нему. Как реагируешь на хейтеров? Не, знаешь, как прикольно же. Не, почему нет? Пускай обсуждают, как хотят. Я, знаешь, один такой прикол есть. Они не могут ко мне самому прийти, да, в лицо сказать. Это без разницы мне на них. То есть ты вообще близко к сердцу вообще не принимаешь? Я их не знаю, пускай что хотят, то и пишут. Это их дело. Мне-то что до них. Давай я выбрал наиболее, ну, такие часто встречающиеся мнения, и давай прокомментируешь, да? Ну давай. Мысли- убей меня. Что ты певец одного хита, то есть кроме Махтанамын ты ничего крутого не сделал. Вау. Это я еще что должен был сейчас я отреагировать? Как так? Почему? Мне вообще пофиг как-то. Я сделал свое, людям это нравится, я сделаю еще. Они думают, что жизнь закончится на этом или что? Нет же, продолжается, идет жизнь. Каждый день я просыпаюсь, каждый день что-то сочиняю, что-то нравится, что-то не нравится, я делаю. Они ждали просто, чтобы я там бам, альбом сделал и пу! Нет, такого не будет, братан. Не думай так. Еще очень часто. Насчет твоего своеобразного поведения на сцене. Я тоже считал это. Типа, вот пишут, странно двигается. Почему он так двигается? Он выглядит как-то не очень. Ну, хотя бы, как ты думаешь, люди? Не, вообще без слов же не остаются, да? И пишут же люди. Значит, кому-то, если это бесит, значит, ну так и надо. Я люблю, когда так двигаюсь. Это музыка во мне играет. Так, двигайся, братан, как хочешь. Ну, я танцевать не умею, прямо я не учился там быть танцором. То есть это Я не люблю- образ, у тебя так непроизвольно получается. Да, я люблю так музыку. Я могу, если включите, я могу вообще так всю ночь танцевать. Проблемы с законом на раннем этапе жизни. У каждого человека есть ошибки в своей жизни. Также в эфире НВК ты говорил, что у тебя в жизни было и хорошее, и плохое. Было, да. А сейчас ты двигаешь за добро, За добро, за да. светлую энергетику. Как ты пришел к этому? Что стало толчком? Я, как и раньше говорил, это рождение моего сына. Кстати, скоро у него день рождения. И мама. Ну зачем, чтобы люди... Если я буду, да, например, вот плохим человеком, ну как драться там, что-то. От этого же... Ладно, я поранюсь там чуть-чуть. От этого больно моим близким же. Я просто за добро, чтобы... Я не знаю, как объяснить. Мне хорошо просто быть добрым. То есть ты хочешь стать хорошим примером для своего сына Да. и не подвести свою мать. Мать. Расскажи о своем недавнем образе волосах. А в волосах они... Почему их сегодня нету? И их сегодня нету, потому что я их снял, и они тяжелые, и они тянут прямо к земле. Скоро будут они. Много кому не нравится, там говорят, это что-то вообще ненормально, что-то там как пидор ты. Нет, братан, я вам скажу, это скажете, когда мы все попадем в свой Эбюгалер Битиарди, когда попадем. Про отцам? Да, про отцам, когда попадем, умрем. И все равно мы когда-нибудь туда поедем, и вы им скажете то, что, ну, какие они, пока лучше промолчать об этом, потому что батру носили такие прически. Это здравая прическа, ничего тут. У азиатов это канает нормально. Только много шампуня ходит. Да, это канает. Процитирую тебя. Ты говорил, если хочешь изменить мир, начни с себя. Да. Как ты изменяешь себя? Во всем мире есть все равно и плохие люди, и хорошие люди. Но и даже и у хороших людей есть что-то плохое. И надо сделать так, чтобы в мире одного человека
одного человека. Ну, как сказать, трудно. Одним человеком стало меньше плохих людей. Я просто себя изменил снутри. Каким образом? Я просто о негативе никогда Не думаешь? Но если сделают мне плохое, конечно, я не буду стоять и смотреть, там я вообще там ангел. Нет. Хорошим человеком это уважать других людей. Просто. Уважать чужие мнения и чужие веры. Просто. А есть ли поступок, за который тебе стыдно, например? Да, есть. Много поступков есть. У каждого человека есть поступки, которые стыдно. Это поступки, которые мне не стоило делать. Но я это почему-то в свое время сделал. Ты об этом жалеешь? Конечно, жалею. Но это время-то не вернуть назад. Религия, ты якутская языческая, да? Нет. Растафарианство? Да. Растафарианство – это образ жизни. Образ Это не человека. религия. Да, образ. И есть такие люди, которые думают, то, что прямо если они там язычники или они христиане, вот если язычество, да, То есть должна различаться, типа? да, нет, не должно. Это образ жизни. Мне без разницы, какого веры человек, он же к чему-то верит, правильно? Я просто за добро. Пускай он верит хоть в кого. Он все равно человек. И музыка регги, не знаю, почему она на меня так в детстве влияет. В регги никогда плохого не напишешь. В музыке регги ты плохого никогда даже не подумаешь, если ты слушаешь его. А вегетарианство? Вегетарианство, ой, я жил 2 года вегетарианцем. А то есть ты сейчас перестал? Сейчас я... Видно же то, что я чуть потолстел-то. И я как-то сейчас уже о здоровье думаю больше, чем... У меня повлияло так то, что я начал плохо думать. Даже бегать мало стало. И как-то и слабость появилась у меня. И исхудал жестко. И мне объяснил один старый человек, то, что у них, где вегетарианцы живут, у них есть морская соль какая-то, короче, которая помогает им жить так. А у нас есть зима, которая долгая-долгая и холодная. И которые фрукты здесь продаются, они без витамина никакого. И ты жрать будешь только это, ты от голода умрешь. Ты 2 года пожил, еще 3 поживешь, ты заболеешь, и пусть земля тебе будет пухом, брат, он сказал. Я просто... Ну да, то есть в местных условиях очень трудно быть Ну, вегетарианцем. Если бы переехал куда-нибудь, да, хорошо. Какие у тебя планы вообще? Миссия? Еще у меня цель сделать, как я говорил, студию, по-любому кровь из носа это я сделаю, потому что другого варика у меня нету. И сделаю по-любому альбом. Ждите, по-любому будет альбом, и он будет хороший, я уверен в этом. Как нормальный человек дом построил. Посажу Да дерево. знаешь ты как, я хотел сюрприз сделать, но это не... Я хочу, короче, землю взять. В общем, Участок. участок. Там построить дом. И сделать, как говорится, малахан, как будет? Новоселье, праздник. Новоселье? И подарить этот дом своей маме. Бам. Хочу так сделать. Потому что с детства у нас, серьезно, так сказать, дома нет вообще. Потому что трудности были, когда отец ушел, мама моя дом наш продала из-за трудностей. И вот прикиньте, какая она сильная, да, я ее уважаю, я вообще боготворю ее. Она ни одного ребенка не оставила, она всех подняла на ноги. Я такой, я не знаю, даже мужиков таких нету, как моя мама. Так что, силы... Я хочу... Мне приятно, когда говорят, ты похож на маму. То есть она тебя мотивирует. А есть ли планы, скажем, с музыкой двигаться в Россию? Или за пределы Якутии выйти вообще? Да, я хочу. И есть какие-то цели, скажем, идеи, как это сделать? Потому что мало кто из Якутии вообще выходит. Просто не хотят люди, поэтому... У тебя есть Если планы? захочешь, почему нет? Вот, которые там есть люди, да? Ну, известные, популярные люди. Они же сами хотели этого. Есть люди, которые, я хочу стать музыкантом, певцом хочу стать.
И по первой же Трудности. просто все. Не получится. Вот спортсмены даже есть такие. Есть спортсмены, которые хотели, и трудности были, они перебороли это. И они стали по всему миру известны. Это же простые люди, как и я. Простые люди, как и я. Просто. То есть просто надо ставить правильные цели, Цели перебороть просто трудности. хотеть надо это. Ты должен знать то, что это ты. Ты можешь, братан, и все. У тебя нету в соцсетях, у тебя нету телефона, то есть ты Да. как-то это все отрицаешь? Да. Почему? Ну, я Такова в жизненная последнее позиция. время, когда, носил телефон с собой, и потом что-то опять. Потому что это не мое просто. Я как-то... Даже если будет, я теряю ее почему-то. Не держится. Хочу попросить тебя вот отрывок, да, который второй куплет Махтанабын, который быстро. Сможешь сейчас продемонстрировать? Betul na ba iba na yung kabaraban na naramegan ng matakanuto ng spitado hapon sa lutagan, kara na tulabang karkatagan, irabarot lang nakan bakas sa nabuntaya kan kara, uhun suwak ko ng sardak sa may masyungunan derang kuyar karak ko na lang damaga na bala na yakatang derman naman na ayol kakasok, yeah. Подошла к концу наша беседа, было очень интересно. Наши спонсоры, ребята из Standout, подготовили специально для Киджа комплект одежды. У ребят из Standout есть свой собственный бренд, новый бренд, называется ЗКБ. И ЗКБ. И вот, мы хотим тебе вручить полный комплект одежды от наших ребят из Standout. О, Все ссылочки круто. в описании. Заходите в этот магазин. Вот, включаем. Добавился мой гардероб. Футболки. Четкие. Комплект футболок, толстовок, полный комплект одежды от низа и до верха. Магазин Герои Standout. ходят в закат написано. Беседа прошла очень интересно, непринужденно. Спасибо всем нашим спонсорам, нашим зрителям. Меня зовут Бара. Это был Cactus View. Всем пока. Yeah. Ждите Ждите меня. красавчик, спасибо. Тебе спасибо. Ой, это ужас.